Бывало ли такое, что в своей семье вы чувствуете себя порой не совсем комфортно? И глядя на чужую семью, которая, по вашему мнению, счастливая, вы начинаете задумываться, что же такого сделать, чтобы в вашей семье было так же комфортно, уютно, чтобы ваша семья жила во взаимопонимании, взаимоуважении, в гармонии. Я всю свою жизнь складываю вот этот пазл сплоченности и обдумываю, нахожу решения и пути, чтобы моя семья жила в этой гармонии, в спокойствии, в счастье. И сегодня я, Евгения, в передаче «Мама в Кубе» обращаюсь за помощью к директору психологического центра «Азамат» Татьяне Ханатиной. Здравствуйте, Татьяна. Татьяна, как прийти к сплоченности в своей семье? Как содержать вот эту гармонию, счастье, взаимоуважение и взаимоподдержку друг друга, каждого члена в семье? Огромное значение для того, чтобы сохранялась связь между поколениями, чтобы отношения между членами семьи оставались теплыми, дружелюбными, имеют семейные традиции. Традиции дают ребенку чувство защищенности. Малыш знает, что даже если в течение недели родители были заняты на работе, то в выходные они обязательно проведут с ним свое время и займутся чем-нибудь полезным и интересным. В тех семьях, где сохраняются эти семейные традиции, подростки не боятся обратиться к своим родителям за помощью, за советом. И в дальнейшем у них есть эталон, образец для того, чтобы выстраивать эти взаимоотношения уже в своих будущих семьях. Если я правильно понимаю, это традиции, которые как раз празднуют, передаются из поколения в поколение. Допустим, празднование дня рождения. Да, абсолютно верно. Во многих семьях это самая чудесная традиция праздновать дни рождения ребенка, когда ребенок ощущает, что о нем заботятся, что его любят и отмечает этот день. И грустно, конечно, слышать от взрослых, что у них не было такой традиции справлять дни рождения. Идеально, если семейные традиции закрепляются у ребенка с самого детства. Например, чтение сказок на ночь. Можно увлечься какими-либо кулинарными экспериментами в семье и ввести в традицию совместный ужин или обед, если даже не в будние дни, то в выходные дни. Независимо от того, сохраняете ли вы старые традиции или привносите какие-либо свои новые традиции в семью, это сохраняется у ребенка на всю жизнь. И тот заряд внутреннего оптимизма и тепла, который есть в каждом из нас, он дает нам энергию на всю жизнь. А еще меня волнует вопрос нашего духовного наследия. Я как человек верующий, у нас традиция идет и крещение детей, и венчание. Мама с папой, получается, мы венчались. У мусульман, допустим, у них в никах есть именно речение, тоже традиция. Вот эти традиции, они тоже играют весомую роль в жизни? Конечно, более подробно на эти вопросы ответят представители данных конфессий. Но в свою очередь хотелось бы отметить, что в тех семьях, в которых соблюдаются эти традиции, дети более почитают своих родителей и прислушиваются к мнению взрослых. И потом уже, формируя свою семью, они соблюдают эти традиции. Спасибо. Дорогие телезрители, сейчас мы находимся в гостях у владыки Стефана, и он любезно согласился с нами встретиться. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, в чем заключается православное воспитание детей в семье? Есть такое понятие, как домострой. Вот домострой – это на самом деле была, так сказать, путеводная звезда, по которой веками строилась семья на Руси. Тогда не было разводов, не было такого понимания, как неуважение к старшим, к своим родителям, к родителям мужа, к окружающим. Были крепкие, многодетные семьи. Какие традиции вообще обычаи должны быть в семье? Допустим, венчание. Обязательно ли это? Я так скажу. Венчается у нас, в общем-то, тоже немало людей. Но ведь человек должен быть выцерковленный, к этому подходить должен сознательно. Ведь что такое венчание? Венчание – это таинство церкви, которое установил сам Господь Иисус Христос. Мы приходим, молодые пары приходят на венчание, но они к церкви мало отношения имеют. Никогда практически в церковь не ходили, никогда не исповедовались, никогда не причащались, часто бывает такое, да? Приходят, они так захотели, или их родители повенчались, через какое-то время проходит, они разводятся, и ко мне в этот же кабинет приходят и спрашивают:
нас надо развенчать. Вот мы пришли, чтобы... Что такое развенчать? Что Бог сочетал, то человек не должен разлучать, не разлучает. А вот то, что касается детишек, таинство крещения, оно вообще обязательно? Господь Иисус Христос сказал, кто не родится водой и духом, не может войти в Царствие Небесное. Соответственно, если мы хотим войти в Царствие Небесное, должны креститься, да. Но, как говорится, не всегда мы ответственно к этому подходим. Да. Младенца мы приносим, как говорится, в храм для крещения, он несознательно принимает крещение. Но для этого есть крестные родители, которые по их вере, потому что ребенок несознательно принимает, по их вере принимает младенца по вере своих крестных родителей. К сожалению, так получается у нас, что и крестный родитель не такую уж и большую имеет веру. Часто бывает и формально. Ведь крестный родитель отвечает за своего крестника перед Богом, за его духовное воспитание. Должны за него молиться. А как они могут за своего крестника молиться, если они за себя никогда не молились? Да, это тоже показатель. Да. Это ведь не только обязаны крестные родители одной раз в год принести своему крестнику там какую-то игрушку, подарить, сделать подарок, прийти на день рождения, посидеть там и разойтись еще на целый год. Они должны молиться, должны, как говорится, участвовать в его духовном воспитании. Но это уже у нас часто не бывает. Они должны быть верующими, в конце-то концов. Какая должна быть подготовка мамы к крещению своего ребенка? Я знаю, что после больницы мама должна... Значит, совершенно верно. После рождения ребенка 40 дней, значит, мать не имеет права заходить в храм. На 40-й день читается и специальная молитва. И после этого также приходится все, она участвует полноценно во всех, имеет право участвовать полноценно во всех таинствах церкви. Да. Я знаю, что у нас в 11 школе есть класс с православным уклоном. Планируется ли в каких-то других школах тоже открывать такие классы, расширять именно православное воспитание детей? Уже 6 лет практически у нас при 11 школе это существует класс с православным уклоном. Да. Когда мы открывали его, какое-то было переживание, как у нас пойдет дело, все. Но первый же год обучения показал, что мы на правильном пути. Потому что уже на второй год обучения уже желающих столько было, пришлось 2 класса сразу открывать, да. И сейчас, слава Богу, по милости Божией, в общем-то, мы неплохо там развиваемся, люди изучают азы православия. И не только. В городе Канаш имеется 2 воскресные школы. При храме Святителя Николая, при храме всех скорбящих радости в районе вагонно-ремонтного завода. Значит, у нас 2 замечательные, значит, воскресные школы есть. Просто замечательно, что в нашем городе все желающие могут посещать воскресные школы. Благодарим вас за раскрытие таких важных вопросов, которые напрямую касаются нашей жизни, напрямую касаются нашего духовного воспитания, нашего духовного богатства. Спасибо вам большое. Дорогие телезрители, сегодня я сама очень многое для себя подчеркнула нового. Надеюсь, и вам была очень полезна эта информация. Если же у вас остались какие-то вопросы, вы можете смело нам звонить, и мы постараемся вам на них ответить. После встречи с владыкой Стефаном я посетила 11-ю школу и класс с православным уклоном. Ребята, а как называется то место, где начинается река? Где река берет свое начало, Анечка? Исток. Это исток. Так называется предмет, на открытом уроке которого мы побывали. Удивительно разнообразно отвечали дети на вопрос, что же такое семья. Дети любят старших, родители любят. Так. Семья – это где все уважают друг друга, любят и ценят. Все кого-то уважают. Семья – это ваши родственники, ваши близкие. Семья. Семья. Ребята, посмотрите, как звучит по-доброму. Семья. А для того, чтобы семья сложилась, что нужно, ребятки? Любить друг друга. Значит, нужна любовь. Еще от семьи. Доброта. Дом, Бог, храм. Все это складывается в одно целое. И сегодня ребятки наши приготовили для нас с вами стихи. Пожалуйста, ребята. Семья и дом, как свет и хлеб,
родной очаг, земля и небо, спасенье даны нам, в каких бы я заботах не был. Пусть тороплив у жизни бег, куда бы ни вела дорога, в моей изменчивой судьбе прекрасней дара нет от Бога. Они хранят меня всегда, сколько б ни странствовал по свету, как путеводная звезда, и нет святей святыни этой. Мир, в котором я живу, полон радости и света, ненависти места нету. В мире том, где я живу, благодарностью душа, сердце расстается с болью, наполняясь любовью, исцеляется душа. Моей семьи тепло и свет, вот лучшая в душе отрада. Иного счастья в мире нет, иного счастья и не надо. Мир, в котором я живу, полон тех, кого люблю я, потому и берегу я мир, в котором я живу. Господи, прошу, храни, защищая от напастей, данное тобой счастье, милосердно сбереги. Мне было интересно, чему же учат детей на уроках православия. Я думаю, то, что каждый день мы своим родителям рассказываем свои новые знания. Я знаю, что Иисус Христос родился в яслях. Что вам еще рассказывают? Ветхий? Ветхий Завет написали Евангелие, а Новый Завет написали апостолы. Еще я узнала, что у Иисуса Христа было 12 учеников. Вы всем классом куда-то ходите, может быть, экскурсия в церковь, в монастыри? У нас недавно была экскурсия в монастыре. Дорогие телезрители, теперь вы видите, что и детки тоже считают, что любовь, добро и красота являются кусочками рецепта счастья наших семей. Пока наши детки кушают в столовой, мы поговорим с мамочками, которые принимают активное участие в жизни своих детей. А чем вам помогают уроки православия в воспитании именно? На уроках православия дети также знакомятся с заповедями Божьими. И, конечно, все заповеди мы несем дома в воспитании ребенка. Значит, почитай своих родителей, не воруй, не возжелай у своих друзей каких-то там материальных благ. Мы очень много сами даже молитвы совместно учим, посещаем храмы теперь больше, чаще с ребенком. И многое даже сама я узнаю. У вас? Уроки православия и уроки истоки, они сплачивают не только класс и нашего классного руководителя, но и родителей. Родители тоже принимают активное участие, мы вместе ездим, мы ездили в Цивильский монастырь. Вот когда мы ездим в какие-то путешествия, мы обязательно заходим в храмы, которые есть. Вот ребенку очень интересно, он уже приобщен, он знает, что такое иконы, он смотрит, у него возникают вопросы, он слушает то, что рассказывают там экскурсоводы, настоятели храма. Благодаря именно православному уклону в нашем классе у наших детей есть дополнительные занятия хорового пения. Причем они песни сейчас изучают, связанные с православием, но они все поются на современный мотив. Вы сами видели, как они весело, очень красиво и весело исполняют эти песни. Плюс у них есть дополнительные уроки по рисованию, которые тоже очень часто связаны с такими темами, как тепло, добро, вера, любовь. Благодарю вас за ваши ответы, за ваших детей, за их чистые и искренние улыбки. Спасибо вам большое. Дорогие телезрители, сейчас вы увидели, что детки, обучающиеся дополнительно, имеют огромное духовное наследие внутри себя. Я уверена, что даже ваши дети, которые не обучаются в таких классах, такие же развитые, такие же чистые и искренние. Давайте постараемся все вместе развивать наших детей, развивать самих себя,
вне зависимости от нашего вероисповедания. Я Евгения, и передача «Мамы в Кубе». Прощаемся с вами. До скорых встреч! 7 причин выбрать агентство недвижимости «Астерия». Не нужно самостоятельно проводить сделку. Экономьте время и силы. Жилье в Канаше и в Чебоксарах. Комплексные услуги. Купить, продать, подобрать ипотечную программу и многое другое. Качественное обслуживание. Вашими вопросами будут заниматься профессионалы. Безопасное юридическое сопровождение сделок любой сложности. Мы сохраняем ваши силы, время и деньги. Лучшие варианты на рынке недвижимости с агентством «Астерия». «Астерия». Канаш, железнодорожная, 87, второй этаж Сбербанка.